Доброе утро, Якутия! Начинаем новый день вместе с вами на НВК СХ Якутия 24. Начинайте утро с нами, и оно обязательно будет хорошим. С вами Руслан Ачиров и Вероника Тантосова. Ну, друзья, мы по традиции сегодня подготовили для вас много интересных сюжетов. Мы сегодня в основном даже поговорим про наших питомцев. Мы сегодня повстречаем наших гостей в этой студии и поговорим с ними на очень интересные темы. Ну, а чтобы не пропустить самое главное, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Утро Якутии», где мы не только выкладываем интересные новости, но также проводим иногда интересные конкурсы. Да, вручаем подарки и еще много всего интересного. А также напоминаем, что у нас есть электронный адрес, на который вы можете отправлять свои интересные новости. И мы обязательно поделимся ими со всей республикой. Ну что, друзья, сегодня у нас 1 марта. А 1 марта, как известно, это Всемирный день иммунитета. Как и весь человеческий организм, иммунная система человека устроена очень сложно и удивительно гармонично. Миллиарды клеток ежесекундно выполняют свою главную функцию – это поддержание постоянного иммунного баланса и защиту организма от болезней. Ну, с праздником тебя. На самом деле, я все-таки думаю о том, что 1 марта – это первый весенний день, пусть и только по календарю, немножко у нас прохладно, как нам вчера рассказали, да, то есть, что температура еще за 0 у нас не повысилась, но, тем не менее, мы считаем, что это весна. А я бы хотела поделиться еще одной новостью. Вот ты всерьез не воспринимаешь зарядку, а, между прочим, зря. Оказывается, зарядка также способствует иммунитету. То есть, когда ты делаешь упражнения, кровообращение усиливается, мышечная, каркасная, опорная двигательная система укрепляется, но при этом за счет того, что организм начинает двигаться, что происходит? Правильно, иммунитет улучшается. Так что вот, я нашла еще одну причину уговорить тебя делать со мной Да зарядку. я не против утренних зарядок, я даже за, просто всему свое время. Понятно. Вот, друзья, ну а мы сейчас, прямо сейчас предлагаем вам посмотреть на нашу утреннюю зарядку, и не только посмотреть, но и повторить за нашим тренером. Доброе утро! Мы начинаем нашу зарядку. Сегодня я покажу вам комплекс упражнений, именно комплекс упражнений, который прорабатывает все наши мышечные группы. Вернусь к тому, что, опять-таки, мы можем использовать эти упражнения непосредственно как в зале, фитнес-зале, так и дома. Сегодня нам понадобится, возвращаясь к нашему мячу, митболу, в домашних условиях это может быть футбольный, либо баскетбольный мяч, либо какой-то иной мяч, который помогает нам сохранить баланс в данном упражнении. Мы к нему еще вернемся. И нам понадобится гиря. Гирю мы можем использовать в зале, но если у нас с вами нет под рукой гири, мы можем вернуться и показать то же самое упражнение с нашим мячом. Итак, не забываем, что в данном комплексе у нас работают все мышечные группы. Показываю. Упражнение простое. Никогда не забываем, что в любом упражнении мы должны с вами держать в напряжении всегда мышцы кора. Я буду стоять к вам боком и показывать данное упражнение, чтобы вы могли отсканировать и видеть полностью всю симметрию выполнения упражнений. Итак, данное упражнение буду выполнять с гантелей. Вы можете использовать обычную 5-литровую бутылку с водой, либо набитую песком. Держу ее, хват закрытый перед собой. Разворачиваю корпус, ставлю ноги шире плечевого сустава. Никогда не забываем, что наша голова всегда должна быть продолжением нашего позвоночника. Неправильное выполнение, как не нужно делать вот так, да, вот так. А мы смотрим четко прямо, соответственно, голова параллельно позвоночнику. Итак, первый элемент выполнения упражнений. Я опускаюсь вниз, голову держу ровно, поднимаюсь вверх. Это первый элемент выполнения упражнений. Здесь у нас работают с вами ноги и большая ягодичная. Что я добавляю к этому? Я добавляю свои руки. Начинаю движение подъема на выдох, мах перед собой. Помним, либо гиря, либо бутылка песком. Данное упражнение мы с вами можем выполнить 30 раз в одном подходе. Если это начинающий, мы выполняем данное упражнение по 2-3 подхода по 20 раз. Если это более продвинутые, которые имеют непосредственно базовые уже какие-то свои базовые
свои наработки в фитнесе, то, соответственно, данное упражнение мы можем выполнять по 3-4 подхода и в подходе по 30-40 раз. Еще раз показываю. В каждом упражнении выбираем наиболее комфортный темп выполнения упражнений. Наше первое упражнение. Второе упражнение. То же упражнение мы можем выполнять с мячом. Но здесь у нас идет ударная нагрузка. Мы подключаем мышцы спины. Мяч держу перед собой. Мышцы кора в напряжении. Голову прямо. Я опускаюсь вниз и выполняю ударную нагрузку вверх. Еще раз. Показываю медленно. Темп выполнения упражнения определяем сами. Я покажу, как это делать быстро. На этом все. Хорошего дня. Замечательная зарядка. Мне кажется, с утра все удается. Вот захотел сделать зарядку, сделаешь. Захотел написать стихотворение, обязательно напишешь. Ну, вообще, утро — это тот такой момент, когда весь твой организм только что проснулся и открыт ко всему новому. В целом же, допустим, информацию, которую читаешь с утра, обычно очень хорошо запоминается. Или мотив какой-нибудь песни тебя потом целый день не может утренние тебя простить. газеты, утренние новости. Да, я как-то об этом ракурсе памяти не задумывалась, поэтому все стремятся в прайм-тайм, чтобы все запомнилось и запомнились. Ну и поэтому вообще самое время, да, почему вот завтрак, нужно его делать максимально полезным, потому что организм твой впитывает все витамины, которые он получает утром. Поэтому сейчас мы вам расскажем о том, как сделать полезный завтрак, и вы наверняка запомните рецепт. Доброе утро, меня зовут Юлия Заболоцкая-Збекова, я нутрициолог. Сегодня мне помогает Лена. Привет! Привет! Мы будем готовить что? Панкейки мы будем делать сегодня с фруктовой начиночкой. И сразу начнем. Давай, Лена, разбивай яичко. Я пока тебе помогу подготовить банан. Фруктовый наполнитель это прикольно, обогащает простую выпечку, ну и, соответственно, панкейки те же самые блинчики, только более такая, скажем так, американизированная интерпретация. Поэтому ничего особенного в этом рецепте, сильно уж такого необычного нет. Хорошо. Давай теперь прямо туда же мы добавляем бананчика, перемешиваем. Тесто сегодня мы сделаем немного, буквально на 2 порции панкейков. Грушку мы можем натереть на терочке или порезать меленько ножичком. Грушку будем добавлять в самом конце. Сейчас все, банан измельчился. Это примерно получается на яичко 1 полноценный стакан молока. Перемешивай. Теперь насыпем муки. Мука у нас прям вся уйдет. Тесто должно быть очень густое, гуще, чем на блины, примерно в 2 раза. Ну, можно сказать, что тесто должно быть похоже на тесто на оладьи. Немножко добавим соды, чтобы панкейки были пышные, немножко подсолим. И в этом рецепте обязательно используется достаточно большое количество растительного масла. Вообще классически было сливочное, но сливочное ввиду повышенного содержания холестерина убрали из рецептуры, оставили растительное. Но растительные масла, они источники ненасыщенных жирных кислот. А наше стандартное очищенное подсолнечное масло – это очень хороший источник омега-6, полиненасыщенной жирной кислоты. Добавляем туда грушу. Все, начинаем жарить. Сковородка нагрелась. Выкладываем такие небольшие лепешечки. Они должны быть достаточно пухленькие, и они еще у вас при этом поднимутся. Видишь, сковородка перегрелась и прилипается. Ну вот это тоже ничего.
Особенностью нашего рецепта с панкейками является добавление туда свежих фруктов. Это выгодно на самом деле, потому что, как вы знаете, бананы, к примеру, могут немножко быть такими подвядшими, они идеально подойдут для этого рецепта. Бананы очень полезный источник калия и клетчатки. Также для этого рецепта годятся груши, либо твердые фрукты, такие как яблоко. Фрукты можно есть вот таким вот способом, совмещая их с утренней выпечкой. Всем приятного аппетита! До новых встреч! Спасибо большое, очень интересная информация. А вообще в целом, почему вот панкейки, мне кажется, это оладьи? Тут есть Нет, какая-то разница? да, тут принципиальная? разница есть. Во-первых, если ты заметил, что оладьи мы все-таки жарим в основном в масле. Мгм. То есть здесь мы жарим без масла, это видно хорошо в кадре, и они поднимаются. То есть оладушки тоже бывают разные, часто якутские оладушки, вот они были тоненькие, да, а вот если просто оладушки, есть рецепты, которые тоже поднимаются, толстенькие, но они все равно не такие плотные, как панкейки. Панкейки, вот они именно должны быть такие вот объемные, как на фотографиях, знаешь, американских, Да-да. когда заливают там панкейк вот такой. То есть это некое дрожжевое все равно тесто, которое подразумевает, что поднимется. Хорошо, ну, спасибо большое, просветили. Вот, ну, а, друзья, мы сейчас подошло самое время, когда мы передаем слово нашим коллегам из новостного блока. Коллеги, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Сейчас блок новостей. Президент Владимир Путин утвердил стратегию научно-технологического развития России. В документе определяются цели, основные задачи и приоритеты научно-технологического развития страны. Устанавливаются направления госполитики в этой области и меры по их реализации. В частности, провозглашен курс на достижение независимости государства в сфере науки и технологий. На ближайшие десятилетия ставится задача перейти на передовые технологии на основе применения роботизированных вычислительных систем, новых материалов. Также необходимо перейти к экологически чистой энергетике, экономящей ресурсы. Для граждан, получивших заключение о праве быть усыновителями, предлагается ввести дополнительный отпуск. С такой инициативой выступила первая зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. По закону работодатель должен на основании заявления работника предоставить отпуск без сохранения зарплаты некоторым категориям граждан, в том числе сотрудникам в случае рождения ребенка. Однако дополнительный отпуск может понадобиться и тем, кто готовится к усыновлению, отметила парламентарий. В частности, время может понадобиться для посещения сиротских учреждений, знакомства и общения с подопечным. В Якутии идет активная подготовка к 8-м летним международным спортивным играм «Дети Азии». Соревнования пройдут с 25 июня по 7 июля в столице республики, где будет разыграно 230 комплектов медалей. Игры примут 24 вида спорта, в том числе спортивную борьбу, хапсага и якутские прыжки. Также впервые в программу соревнований включены игра го, кикбоксинг, танцевальный спорт, шахматы и стендовая стрельба. Кроме соревнований будут проведены показательные выступления по борьбе о лыж и скалолазанию. На сегодняшний день идет капитальный ремонт и модернизация 9 спортивных объектов. Игры пройдут по 24 видам спорта. Это баскетбол 3х3, бокс, волейбол, дзюдо, борьба, кураж, легкая атлетика, якутские прыжки, масс-рестлинг, мини-футбол, настольный теннис, плавание, пулевая стрельба. И спортивные виды борьбы, туда входят вольная борьба, греко-римская борьба и сурдо-борьба. Согласно плану подготовки, сборные команды республики по 24 видам спорта формируются. Сейчас ребята находятся на учебно-тренировочных сборах и участвуют в отборочных соревнованиях. Новый дом культуры и спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья распахнул свои двери. Строительство объекта шло с 2018 года, и вот спустя 5 лет они с особенной радостью вошли в новое двухэтажное здание площадью порядка 450 квадратных метров. Внутри здания расположились гардеробные, санузлы, актовые и спортивные залы. Напомним, ранее здание культуры и спорта было одноэтажным и деревянным, где не имелось соответствующей инфраструктуры. Отметим, у общества слепых есть своя сборная команда. Со временем Дворец культуры и спорта оборудуют, также благоустроят территорию. Главное, что здесь люди смогут заниматься спортом, например, это голбол, да, соответственно, такие адаптивные виды спорта будут доступны уже. И, конечно,
различные виды творчества, да, потому что наши люди очень творческие, они принимают участие, во-первых, организуют в республике очень большое количество мероприятий, направленных именно на социокультурную реабилитацию, ну, они же и принимают участие в федеральных мероприятиях. Завершился республиканский открытый конкурс «Начальное образование-2024». Приняли участие команды учителей методических объединений школ республики. Мероприятие организовано методическим объединением учителей начальных классов школы в Булганехтахе при поддержке Института развития образования и повышения квалификаций. Конкурс проводится 3-й год с целью выявить и распространить опыт методических объединений по внедрению новых технологий и методов обучения, воспитания в современных условиях. В очный тур прошли 10 учительских команд, набравшие наибольший балл на отборочном этапе. Они защитили проекты по актуальным темам для начального образования. Проводим этот конкурс для того, чтобы подготовили материалы для проведения классного часа разговора о важном и провели заседание по актуальным вопросам начального образования. Все материалы накапливаются, создается методическая копилка и раздается всем нашим участникам, и не только нашим участникам, потому что все наши материалы передаются на сайт ИРО и ПК, через который, вот через электронную библиотеку, которая будет рассылка тоже. Ну, могут все педагоги зайти, посмотреть и применить эти материалы для своей работы. Сегодня отмечается 105 лет со дня образования экспертно-криминалистической службы системы МВД России. И сегодня у нас в гостях главный эксперт отдела криминалистических экспертиз экспертно-криминалистического центра МВД по Республике Саха-Якутия, майор полиции Валентин Иванов. Валентин Ильевич, доброе утро. Доброе утро. С праздником, поздравляем. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вот в чем заключается работа эксперта? То есть, слышим эксперт в разных областях, вот именно конкретно в вашем направлении. Наше направление. Я с отдела криминалистических экспертиз. Наше направление производства экспертиз традиционных видов. Это как дактилоскопическая экспертиза, трассологическая, баллистическая, экспертиза холодного оружия, экспертиза, технико-криминалистическая экспертиза, почерковедческая экспертиза и портретная экспертиза. Получается, все, что мы видим в фильмах и детективах. Это обширные. Да, это традиционные виды. Помимо этого еще есть специальные экспертизы, это которые уже относятся к химической экспертизе, биологической экспертизе, как ДНК, адерологическая экспертиза, бухгалтерская, их много, очень большой перечень. А на какие происшествия выезжает эксперт? Эксперт, выезжая на место происшествия, он участвует как специалист. Специалист, обладая специальным знанием, оказывает содействие при обнаружении, фиксации, изъятии вещественных доказательств. Получается, на все тяжкие, особо тяжкие преступления выезжает, где нужна необходимость, помощь следователям, дознавателям. Кто может стать экспертом? То есть достаточно ли юридическое образование или нужно специальное образование какое-то заканчивать? Медицинское, например? В мой отдел нужно только высшее образование, да? Так как у нас таких требований нет только. А вот для специальных видов экспертиз там уже профильное образование нужно. Если это химический экспертиз, то нужно образование химика. Если, например, это биолог, то биологическая ДНК. Там уже с юридическим образованием уже недостаточно. То есть, например, врачи, соответственно, там, не знаю, криминалисты, да? Нет, криминалисты — это наша стезя, получается. Это специальная экспертиза, это получается профильное образование. Политехническое, если это проводит экспертизу автотехнических средств, то биологическое, там юрист ничто не сделает, там уже нужно образование биолога. А бывают ли сложности в работе? То есть, не знаю, неправильный отпечаток пальцев, это же очень сложно снять с предмета или еще что-то. Конечно, бывают сложности, с учетом того, что такие у нас климатические условия, на улице минус 50, каким-то образом обработать поверхность, например, на автомашине тоже сложно. Но для этого мы, если это возможно, то если это машину осматриваем, то мы просим куда-то в гараж, чтобы отогрели машину. В другом случае у нас невозможно это изъять. Все это правда? Вот мы часто видим там экспертные службы, какие-то в детективных сериалах, еще где-то, как они там на цифровых носителях все переносят, что-то там каким-то оборудованием специальным работают. Насколько это правдиво? Отчасти, не как в фильмах ФС, конечно, там это все так мгновенно все происходит. У нас долгий процесс этот происходит. Обнаружение, получается, и надо с объектом поработать не один день. И после этого там выводы не всегда однозначно выходят. Особенности экспертизы есть с учетом
холода. То есть понятно, что объекты для снятия отпечатков просят разморозить. Может быть, еще какие-то особенности с учетом климатических условий? Ну, для изъятия объектов, производство фотофиксации места происшествия получается очень холодно, и фотоаппараты обычно замерзают. Я, кстати, вот про холод заговорили. Вот я слышал, что в Якутии, в Якутске, да, есть достаточно такая уникальная экспертиза с использованием собак. И там запах как-то замораживается с помощью азота. Да? Да. То есть, если, Можно подробнее? Да, очень интересно. Адерологическая экспертиза, она проводится с использованием собак, специально обученных для этого. Она достаточно у нас на территории Якутии новый вид экспертизы только начинает развиваться. Достаточно и процентное соотношение выявления, получается, положительных экспертиз у них высокий. Наравне с ДНК-исследованиями тоже они позиционируются. Если я что слышал, это, например, какой-нибудь черенок или что-то, допустим, какое-то орудие, да, остается оригинальный, запах человека. Да. Он замораживается, да, если я правильно? Да, запах извлекается путем извлекается замораживания. запах, Да. и потом с помощью собак через несколько тестов определяется именно причастность. Там собаки должны специально обучиваться, потому что не один год, получается, специально. Обычно собаки проходят несколько кругов по объектам и определяют. Если, например, 3 раза собака указала на один объект, то получается это положительная экспертиза. Любопытно. Да. А собак как обучают? Это уже тайна, наверное. Это уже тайна. Хорошо. А вообще в целом какие-то новые виды экспертиз планируется ли внедрить вообще в вашей службе? Насчет новых видов экспертиз не знаю, но очень сейчас быстро, хорошо развивается ДНК-исследование, потому что вроде бы как везде нужна это геномная регистрация. Например, с крупных каких-то аварий, происшествий, там получается уже с человека ничего не остается, только уже путем ДНК-исследования люди личность устанавливается. В этом плане уже идет работа, уже получается геномная регистрация всех подозреваемых, обвиняемых, уже люди, которые уже сидят. Вот мы говорили про эффективность, про скорость, да, проведения экспертиз. А какая из всех экспертиз самая долгая, самая, то есть трудозатратная, на ваш взгляд? То есть, например, взяли анализ какой-то, да, сняли пробу и потом или куда-то отправляется в лабораторию. В этом плане, скорее всего, там, где не задействована, наоборот, техника, она более долгая будет, когда уже человеческий фактор действует. Когда бухгалтерская экспертиза, там томами приходят, ящики, например, и все они глазами, все высчитывают. Это будет дольше, чем, например, там будет куда-то в прибор вставили, они там какой-то результат взяли и записали. А баллистическая экспертиза, например? Баллистическая экспертиза, в сроки укладываемся. Там у нас производится экспертиза 15 суток, получается, с момента поступления. Достаточно быстро. В целом установленные сроки, да, для каждой экспертизы уже выявлены. Да. И сложность с ними возникает. Одна из интересных, это, наверное, как по почерку, да? Есть Почерковическая экспертиза. Это эксперт, это один человек или это целая группа работает? Один человек. Для эксперта, для проведения экспертизы он должен получить допуск сперва для определенного вида экспертизы. Пока он допуск не получит, он не может проводить данную экспертизу. А допуски получаются в учебных заведениях. Это в структуре МВД, которая находится, это Москва, Волгоград, получается, сюда ездит и обучается. Что-то и на месте у нас, на нашем центре, какие-то виды экспертиз, допуска даем. Сейчас у нас есть замечательная возможность, вы можете поздравить ваших коллег с профессиональным праздником. Своих коллег поздравляю с праздником, желаю крепкого здоровья, успехов в работе и мирного неба над головой. Спасибо еще раз с праздником и успешной работы. Будем надеяться, скоро будет как в ФЭС. Спасибо. Спасибо. Друзья, а мы напоминаем, что сегодня у нас 1 марта, и это не только первый день весны, но и день кошек. Поэтому насыпьте своему мохнатому питомцу что-нибудь вкусненькое и поздравьте также с праздником. А какие еще события связаны с 1 марта, мы узнаем прямо сейчас. На календаре 1 марта. Сегодня отмечаются Всемирный день комплимента, Всемирный день гражданской обороны, День Забайкальского края, День экспертно-криминалистической службы системы МВД России, День хостинг-провайдеров России, День джигита, День кошек в России.
По народному календарю день Федора Тирона и Мариамны Кикиморы. Подмечали, какова погода в этот день, такова она будет и летом. Яркий месяц вечером обещал хороший урожай. День в истории. В 1555 году Нострадамус опубликовал свою книгу предсказаний. В 1873 году Ремингтон начал производство первой пишущей машинки. В 1996 году основан космодром «Свободный». В 2020 году в России принят закон об учреждении почетного звания «Город трудовой доблести». В этот день родились Сандро Боттичелли, итальянский живописец эпохи Возрождения. Акутагава Рюноске, японский писатель, классик новой японской литературы. Вера Менчик, русская шахматистка, первая чемпионка мира по шахматам среди женщин. Борис Черток, советский и российский ученый, конструктор ракетной техники, академик Российской академии наук. Евгений Дога, советский и молдавский композитор, пианист, педагог, народный артист СССР. Ирина Купченко, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Томас Андерс, немецкий поп-певец, актер, композитор, бывший солист группы Modern Talking. Именины сегодня отмечают Анна, Марианна, Мария, Михаил, Николай, Павел, Порфирий, Роман, Федор. Начало марта – удивительная пора, столько праздников, и День кошек, и Всемирный день слуха проводится ежегодно, вот, например, 3 марта. То есть вообще удивительный период. Весна, праздники. Проводится для привлечения внимания к необходимости профилактики глухоты. Вот ты меня совсем хочешь не слышать. Ну-ка, давайте проверим. Что услышал? Я же говорю, все. Вот, пора. Но на самом деле, я пошутила. Ничего не сказала, поэтому так удивительно. Руслан на меня посмотрел. А я испугался же, да? Так нельзя поступать. Ну вот, теперь притворяется старым. Ужас, ужас. Вот. Вообще, каждый год ВОЗ выбирает новую тему для проводимой по случаю этого дня компании и готовит научно обоснованные информационно-разъяснительные материалы, такие как брошюры, листовки, плакаты, баннеры и другие. Эти материалы распространяются среди партнерских государственных учреждений в странах и представительств гражданского общества во всем мире, а также региональных и других бюро ВОЗ. Да? Для чего это делается? Для того, чтобы повсеместно обратили внимание на проблему со слухом, чтобы поддержали людей со слабым слухом. Да? То есть сейчас все больше интегрируются в наше общество люди слабослышащие, с аппаратами, да, для них проводят специальное образование, они интегрируются в общеобразовательные школы. Вот такой удивительный день 3 марта празднуется. И в преддверии этого праздника следующий сюжет. Алексей носит слуховой аппарат с 5 лет. Слух играет огромную роль для развития ребенка. С помощью слуха ребенок учится распознавать голоса, имитировать звуки и, следовательно, говорить. Кроме того, слух дает ребенку возможность слышать сигналы опасности, ориентироваться, общаться с другими детьми и приобретать коммуникативные навыки. Слух – это больше, чем просто один из органов чувств. Слух играет важную роль в формировании поведения и характера ребенка. Когда у меня не было аппарата, у меня была проблема дефекта речи, и я как-то мало стал общаться с друзьями, с родными, меня плохо начали понимать. И благодаря слуховому аппарату я могу хорошо общаться, находить связь с друзьями, с родными. Алексей успешно получил профессию механика и теперь работает по своей специальности и помогает людям. В студенческое время мне очень сильно хорошо помог аппарат. Я мог хорошо слушать преподавателя, директора. Благодаря слуховому аппарату я закончил студенческий колледж, где я поступил на механика. И я могу спокойно общаться с посетителями, чтобы я мог выявить какую-то проблему, услышать какой-то звук, который очень плохо работает в двигателе. В обычной жизни мы порой не замечаем, как это чудесно слышать разные звуки.
Как прекрасно слушать музыку, пение птиц, журчание ручейка, голоса родных, смех детей. Людям с проблемами слуха важно, чтобы помощь была оказана в полной мере и на долгий срок. Особенно пожилым и тем, кто живет в улусах, у которых нет возможности каждый раз приходить на консультацию. Туяра приобрела аппарат маме и очень довольна. Когда мы купили аппарат, здесь на месте нам уже провели обучение, подробно все показали, рассказали, потому что мама у меня проживает далеко, она не может каждый раз сюда ездить, поэтому это ей очень помогло. Сейчас она полностью сама уже пользуется своим аппаратом. Слуховой аппарат подобрать непросто. Это очень серьезный процесс, к которому надо отнестись ответственно. Слуховые аппараты бывают большие, маленькие, средние и микроскопические. Заушные, канальные, внутриушные и так далее. Цифровой слуховой аппарат – своего рода, можно сказать, компьютер, который будет выделять эту речь, убирать шумы, убирать окружающие лишние звуки, создавая удовольствие от общения с любимыми родными людьми. Для того, чтобы понять, что вам надо, конечно же, желательно сначала пройти обследование у врача-сурдолога. Слух – это наше здоровье, здоровье нашей головы. Когда у нас идет снижение слуха, у нас начинает пропадать связь с миром. И как хорошо, что мы живем в современном мире, где мы можем восстановить звук слуховыми аппаратами. Аэлита Стручкова, Илья Сыромятников, Якутск. Ну, на самом деле, вот мы пошутили, да, что ты не слышишь. А если вот так, правда, оказаться на месте человека, который страдает тем, что неожиданно потерял слух, да, детки, которые имеют проблемы со слухом с рождения, это же очень серьезная тема. И здорово, что сейчас современные аппараты такие хорошие, такие не громоздкие, да, маленькие, то есть не как в старинных фильмах, да, когда это все было. И люди интегрируются легко в общество. И я вот смотрела на молодого человека, я бы даже, если увидев его на улице, я не подумала просто, что он слышит плохо. Да, действительно. Но вообще, возвращаясь уже к 1 марта, да, и раз уж мы продолжаем тему различных событий и праздников, как мы отметили, что сегодня День кошек, и он абсолютно не случайно. Весной пробуждается природа, наступает время обновления, и коты, наслаждаясь теплом и солнцем, начинают петь свои знаменитые мартовские песни. Странно, но в разных городах России у них тоже есть свои национальные праздники. Например, в Санкт-Петербурге 27 марта люди отмечают День мартовских котов в Эрмитаже. Интересно, что этот праздник был установлен самой императрицей Екатериной II. Ей приказали привезти на госслужбу, да, привезли кошек, чтобы они охраняли его от мышей. И, соответственно, вот эти кошки, привезенные под специальным сопровождением, были доставлены к ней из самой Германии. Ну, удивительные кошки. Ну, а мы продолжаем сюжетом. Сегодня мы расскажем о очень пожилой кошке, которая живет много лет у семьи Погореловых. Вот уже 20 лет пушистая питомица Буся, свидетель рождения их семьи и 2 детей. Мудрость, спокойствие и умиротворение во взгляде, отражение доброты и любви хозяев. По этим признакам можно определить, что перед нами четвероногая долгожительница. Буся в семье Погореловых появилась 20 лет назад, еще до брака Ирины и Андрея. Я ее давно хотела, я ждала, когда она родится, потому что очень близкий человек. Ну, ее мама, хозяйка, очень близка мне. Это наша учительница, и мы ждали, когда ее кошка наконец-то катится, и чтобы этого котеночка взять. Потом, значит, всех котят разобрали, и осталось 2 котенка. Вот Буся и еще мальчик. Но я хотела девочку. Я тогда в институте еще училась, и делала проект один. И, значит, этот проект я сделала для учительницы. Календарь мы выпускали, и она мне подарила котенка. То есть я даже не купила, а мне подарили ее. Часто кошки преданы одному хозяину, но не в этом случае. Буся любит всех членов семьи, и каждого по-своему. Очень трепетно и терпеливо к детям, которые родились и растут под ее присмотром. Мы уже знали, что если кошка сидит на лестнице, значит, ребенок вот проснется. Буквально там через 3 минутки ребенок проснулся. Я сперва думала, она будила ребенка, а оказывается, она чувствует все равно, да.
У нас даже есть где-то фотография, где Даша катает ее на коляске, она ее в колготки свои завернула. И по всему дому с этой коляской бегает. Очень любит нашего папу. Боится. Больше всех боится, наверное, Уважает. За 20 лет историй с любимым питомцем происходило немало. В молодости кошка, как ей свойственно по природе, очень любила гулять и охотиться. Вела активный образ жизни с малого возраста. Утром я, значит, сплю, ну и она такая прямо приходит, мурлычет, трещит, такая трется об мои руки. Я такая, уйди, уйди, ее отталкиваю, погладила, и что-то вот так вот по мне такое пробежало. А я смотрю, она там дальше тоже занырнула мне под одеяло. А это мышь! Это мышь, она прям такая, ее опять схватила, стоит и показывает мне, что типа, вот, смотри. Сейчас, шутят Погореловы, их кошечка на заслуженной пенсии, потому ей дозволено больше, чем раньше. В основном она сидит у себя на кресле. А сейчас, в силу возраста ее, ей можно вообще везде ходить, даже к нам в спальню. Да? Когда тебя нет. Когда есть, то нельзя проходить. Не так давно в семье Погореловых не стало любимой собаки, которая также прожила достаточно долго. Хозяева признаются, что их питомцы сподвигли даже на открытие бизнеса – магазины зоотоваров. С появлением собаки мы совершенно как-то вот неожиданно для себя открыли свой бизнес, открыли зоомагазин. И поэтому наши животные, мне кажется, вообще, а как открыли, потому что я начала для собаки заказывать, ну, самые лучшие игрушки, да, Андрей самый лучший корм ему. Мне кажется, у нас животные лучше, чем мы питались. Это у друзей такая была шутка. Может, вы еще магазин для своих животных откроете? Я такая подумала, а почему бы и это? И да. Как говорят Погореловы, одним из главных залогов долголетия их питомицы – питание и обильное питье. И, конечно же, любовь и забота. Пусть история этой семьи послужит нам примером того, чтобы научиться любить и уважать своих питомцев. Ведь сколько счастливых лет они безвозмездно дарят нам и нашим детям. Катерина Винокурова, Илья Сыромятников, Якутск. Скажи, мы все о кошках, да, о кошках. А ты любишь больше кошек или собак? Ну, я в целом и так, и так. И кошек, и собаки 50 на 50. Ну хорошо. Но дома у меня нет питомцев. Дома Ни никого кошек, нет. ни собак. А вот какая собачка тебя умиляет больше всего? Мне всегда интересно. Вот женщины такие маленькие, комнатные, которые можно в сумочку положить, а мужчины что-то брутальное, Прямо наверное. что умиляло, прямо что-то. Да, вот что-то посмотрел, сказал, вот если бы была возможность, я бы ее завел. Точно. Слушай, ну, в целом, я вот узнал недавно о такой породе, как, ну, я знал о ней, она такая немножко смешная, интересная, но очень интересный факт, что это пастушья собака, да, и относится она к породе корги. Корги. Все, Да, понятно. такие симпатичные, Ну, мне, знаешь, достаточно милые. больше напоминает, есть же брендовые вещи, где корги изображаются на британских каких-то, ну, марках, да, то есть когда они там в коронах, на подушках, это же любимая собака королевы была. Ну, вот. Нет, я вот этот Да, факт не знал. такой факт тоже был. Ну и прямо в нашем сюжете продолжение об этой чудесной породе. Администрация городского округа Котельники вместе с волонтерами корги отряда «Маруся и друзья» организовала благотворительный спектакль и встречу с пушистиками для детей участников спецоперации в Московском театре кукол. На кадрах юные посетители гладят корги, которые в ответ виляют хвостами и обнюхивают новых друзей. Также на видео театральная постановка «Огниво» глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин поделился, что на мероприятии организаторы постарались создать благоприятную атмосферу, полную любви и заботы, чтобы поддержать родственников участников спецоперации. Что касается коргитерапии, ну, всегда у нас есть друзья. Есть друзья взрослые, есть друзья младшие. И вот корги, собаки – это наши младшие друзья. Нет ничего лучшего, когда дети могут пообщаться с младшими друзьями. Это проявление доброты, чувств, соответственно, заботы о наших младших друзьях. Вот оно и есть это все, коргитерапия. Общение, когда общаешься с животными, настроение повышается не только у взрослых, но и, конечно же, у детей.
детей. И общение с животными, с собаками, с корги как раз проявляет заботу о младшем, да, соответственно, учат детей видеть мир всем по-другому. Самое главное, они учатся взаимопомощи, доброте, любви. Жители нашего городского округа Котельники защищают нашу родину в зоне специальной военной операции. Мы, волонтеры, жители, и, конечно же, чиновники обязаны заботиться о мамах, женщинах, детях, тех, которые воюют. И мы сегодня приехали с ними сюда в театр, чтобы они могли провести время, сказать им слова благодарности, соответственно, поддержать, ну и, конечно же, пообщаться. В свою очередь, член корги отряда Елена Кейлина отметила, что общение с собаками не только поднимает детям настроение, но и развивает коммуникабельность. Корги, они позитивчики, такие маленькие солнышки. И когда с ними общаешься, тут же улучшается настроение. Когда их гладишь, тут же через тактильное ощущение передается их энергия. И хочется жить, творить, горы сдвигать. Тут же весь негатив уходит на задний план. И кажется, что жить хорошо, жизнь хороша. И все будет окей. Детям помогает не бояться собак. Потому что многие не боятся собак, а корги им не страшно подойти погладить. Они учатся общаться с собаками, учатся их не бояться. И детям помогает также найти язык со сверстниками. Потому что когда они гладят собаку, они гладят со своими друзьями, с другими незнакомыми детьми. И через общение, через общение с собакой они учатся общаться друг с другом. После времяпровождения с питомцами участники мероприятия переместились в театральный зал и насладились красивыми декорациями и увлекательной игрой актеров во время постановки сказки Ганса Христиана Андерсена «Огниво». Корги-отряд «Маруся и друзья» сформирован в 2020 году. Собаки помогают спасателям находить наркотики, взрывчатые вещества и пострадавших в результате происшествий. Но вообще домашнее животное в семье – это история не только про безвозмездную любовь и заботу. Множество разных научных данных указывает на то, что питомцы в целом повышают уровень жизни семьи. Они укрепляют взаимоотношения и помогают взрослым и детям поддерживать ментальное и физическое здоровье. Доброе утро! Сегодня в рубрике «Мой питомец» мы расскажем вам об эоглифаре. Эоглифары – это маленькие ящерицы, называемые также пещерными гекконами, потому что они обитают в каменистой области и среде обитания, то есть в пещерках между камней. Вид жизни у них сумрачный или же ночной. Питаются они насекомыми и прямокрылыми и так далее. Для содержания данного вида рептилий вам нужно будет в террариуме обеспечить ей влажную камеру и нужную температуру. Температура ночью должна составлять примерно 22-25 градусов, днем 25-28 градусов. Также им нужно обустроить небольшие укрытия, то есть камушки и обязательно поилка. Они могут пить стоячую воду, также текучую воду. Данные рептилии довольно спокойные, то есть их можно завести в качестве домашних животных, довольно неприхотливые, радуют собственным видом и окрасом хозяев, потому что они достаточно яркие. Якутия, доброе утро. Далее предлагаем блок новостей. Более 31 тысячи выпускников вузов, участников программы «Приоритет-2030» трудоустроились на Дальнем Востоке. В университетах уже создано 38 новых лабораторий, 10 учебно-научных центров различной направленности, более 60 новых образовательных программ, а также более 20 программ дополнительного профессионального образования. Открыты 24 сетевые образовательные программы с ведущими отечественными и зарубежными университетами. Одним из первых результатов реализации программы в макрорегионе стало качество трудоустройства выпускников вузов, участников приоритета. Стоимость общего пакета детского отдыха в этом году, включая проезд, проживание и питание, уже сейчас выросла до 30% по сравнению с прошлым годом. В итоге, например, за отдых в краснодарских лагерях просят в среднем от 60 тысяч до 75 тысяч рублей за 21 день. А где-то цена путевки уже стремится к 100 тысячам, сообщили в Российском союзе туриндустрии. Самым реалистичным вариантом снижения стоимости железнодорожных и авиабилетов является субсидирование групповых перевозок для детей
детей, считают в Союзе. И такая тема уже поднимается сообществом туроператоров. Якутский пожарный гарнизон принял участие в плановых учениях по ликвидации пожара в здании торгового центра «Тысяча мелочей». Здание новое запущено в эксплуатацию в конце прошлого года, поэтому руководство приняло решение провести тренировку личного состава именно там. По легенде учений, возгорание произошло на верхних этажах. Из здания эвакуировали персонал и покупателей. В течение нескольких минут после срабатывания сигнализации на место прибыли первые пожарные расчеты. Также по одной из вводных учений на верхних этажах находились люди, которых необходимо было найти и вывести из здания. На учение привлекли 11 единиц основной техники и 5 специальной техники, а также свыше 60 человек личного состава. Основную пожарную нагрузку это составляет здесь магазины с одеждами, товарами различными. Сложность будет заключаться в чем? Это быстрое распространение задымления по этажам. Это представляет основную опасность как для посетителей, персонала, а также для подразделений, которые будут проводить непосредственно работу по спасению. Российский бизнес развивается, новую жизнь получают действующие предприятия, открываются новые. Малый и средний бизнес показывает отличные темпы роста. Одним из ярких примеров на всем Дальнем Востоке – тепличный комплекс «Саюри». Комплекс обеспечивает до 25% потребностей населения Якутска свежими овощами. В теплицах в основном производятся огурцы, томаты, зелень. Кроме того, агрономы и сотрудники теплицы постоянно работают над расширением ассортимента продукции. Проводят различные эксперименты, в том числе по выращиванию папайи и дыни. Компания является резидентом территории опережающего развития ТОР Якутия. ТОР были созданы на Дальнем Востоке по инициативе президента Владимира Путина. Данный комплекс «Саюри» был построен благодаря поддержке нашего президента Владимира Путина. Изменения достаточно серьезные, то есть комплекс увеличивается, расширяется и, насколько известно, ожидается даже вторая очередь. Это все благодаря президенту. На данном предприятии работаю уже почти 2 года. Приехав в 2022 году, в августе, я узнал что здесь есть данный комплекс. Это была мечта моя. Раньше это было хобби, занимался выращиванием тоже растений всевозможных. «Мы дети Севера». На территории Ледового парка проводят открытый городской конкурс, посвященный Году семьи в России и Году детства в Якутии. Семейное изготовление снежных скульптур в рамках фестиваля проводится впервые и посвящено памяти Михаила Павловича Максимова, директора детской школы изобразительных искусств. В этом году фестиваль собрал участников из 10 районов республики, а накануне прошел конкурс ледовых фигур, где участвовали дети со своими наставниками. Полюбоваться произведениями можно будет до конца работы Ледового парка. Наша композиция называется «Добыча». Мы делаем охотника с добытой птицей. Это, в конце концов, должна получиться птица. Тетерев, косач. Получится, не получится, не знаем. Попробуем, по крайней мере. Снежные фигуры сын тоже впервые делает. А так он маленькие фигурки делает. Он в художественную школу ходит в городе Якутске и по кости режет. Маленькие фигурки. Такие монументальные пока первый раз делаем. К текущему часу это все новости. Всего доброго и удачного дня. Мы продолжаем делиться хорошими новостями. Первые международные зимние спортивные игры «Дети Приморья» прошли в крае с 18 февраля по 23 февраля. В играх приняли участие более 1000 юных спортсменов из 30 муниципальных образований Приморского края, регионов Дальневосточного федерального округа, Республики Беларусь, Узбекистана, КНР и КНДР. И у нас сегодня в гостях тренер синхронного фигурного катания Наталья Руднева. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Вообще сам факт синхронное фигурное катание. Расскажите подробнее, что это и как вы поучаствовали на соревнованиях? Что касаемо конкретно синхронного катания, это новое направление фигурного катания в нашей республике. То есть мы решили развиваться дальше. Не только одиночное катание, мужское, женское, но и синхронное. То есть это команда из 16 девочек, которые одинаково, одновременно исполняют танец. То есть перекликается с синхронным плаванием? Почти что да, можно так сказать. Поэтому сейчас идет набор, набираются девочки. С большим удовольствием приходят наши местные девочки с 7 лет и выше. Вообще фигурным катанием, конечно, у нас очень интересуются.
очень интересуются, и даже взрослые хотели бы ходить, записываются в группы, ради которых мы создаем эти группы. И стараемся, конечно, научить всех, кто желает. В этих соревнованиях что-то стало для вас открытием? В этих соревнованиях, конечно, появилась новая мотивация. Открытие того, что кроме Детей Азии теперь появились и Дети Приморья, то есть это аналог Дальний Восток, решил организовать такое же соревнование международного класса, где дети могут себе позволить соревноваться каждый год, не раз в 4 года, да, и не раз в 2 года, как зимние Дети Азии. Конечно, они создали конкуренцию для нас, для наших игр, и этим самым подняли статус фигурного катания, ну, конкретно нашего вида спорта, да. То есть там же участвуют и хоккей, и шорт-трек, но наши дети стали активнее участвовать, интересоваться, мотивироваться. Это самое главное для нас. То есть факт наличия международных соревнований дает мотивацию тренироваться и достигать новых высот. Да, да, конечно. Есть какие-то особенности в тренировках именно фигурного катания, и, может быть, синхронного фигурного катания? Ну, главная особенность – это трудолюбие, я бы так сказала, потому что фигурное катание – это вид спорта не талантливых детей, а трудолюбивых. Этим термином пользуются все тренера, все руководители, но это правда, правда жизни, поэтому трудиться, тренироваться, и тогда будет результат. Любой осилит и сможет освоить элемент фигурного катания. А в целом какие впечатления у детей после поездки? Ой, впечатления у них отличные, и у нас тоже отличные впечатления. Мы очень рады, что появились такие международного класса именно соревнования. То есть мы можем увидеть детей из других регионов, из других стран. Вот, потому что сейчас приезжали ребята из Китая. Но это и дети были сборной юниорской Китая, Кореи. То есть это дети прям выше нашего первого спортивного разряда. Ну, российского уровня, допустим, да, если считать. Вот, поэтому дети очень замотивировались. Им было это очень интересно, очень готовились. Хотели, конечно, показать и себя. То есть насколько им надо еще дальше тренироваться больше, да, работать над своими достижениями. Ну и подружились между собой. Они умудрялись общаться на ломаном английском, учили друг друга китайскому и русскому. Ну, очень весело они провели время. Ну и организаторы, конечно, большие, молодцы. Какие-то цели после соревнований уже поставлены, то есть для достичь того, может, запланировать еще новые секции, да, может, какой-то переняли. опыт почерпнули? Ну, конечно, цели стоят большие. То есть дети, даже посмотрев, как исполняют дети других регионов и других стран те же самые прыжки ультра-си, как мы называем, да, си, они, конечно, поняли, что это досягаемо. Это досягаемо. Хочется, конечно, условий еще побольше тренировок, побольше времени на льду. Но, как бы, в общем-то, они поняли, что это можно сделать. Только надо работать. А вообще, в целом, насколько у нас развито фигурное катание? Ну, вы отметили, что очень большой интерес. И вот со скольки лет можно отдавать ребенка на фигурное катание? Ну, конечно, у населения большой интерес. Мне пишут вот по набору, например, каждый день, в день несколько раз. Детей мы принимаем с 3-4 лет, если мы говорим про профессиональный вид спорта. То есть уже с 3-4 лет ребенка надо настраивать, воспитывать под спорт, потому что все-таки это сложный вид спорта. Приучать к расписанию, к порядку. И ориентировочно к 6-7 годам уже понятно, будет ребенок спортсменом, ну или он просто как бы пойдет дальше по любительской стороне. Как? Вот с этого момента подробнее, как это можно увидеть? Ну, к 6-7 годам видно. Ребенок растет, вот я по своему наблюдению замечаю, что каждые полгода ребенок дает результат. То есть он может сидеть полгода, потом раз, и вот он раз и выпрыгнул. И вот что случилось? Вот что-то до него раз щелкнуло и дошло физически, да, допустим, либо пришел его момент, вот физическое ощущение, что он раз и сделал. Он даже иногда сам не понимает, как он это смог сделать. И наконец-то до него дошло, например, то, что ему объясняли изо дня в день. Тут раз, щелк, и он сделал. И он идет и делает. А, соответственно, как бы в фигурном катании, если ты прыгнешь один прыжок, за ним начинают друг за другом идти другие. Все, и, соответственно, пошел разряд.
Я могу подтвердить. Я вот маленький когда был, ходил в бассейн. И где-то года 2, наверное, с подготовительной. Вот, учат там, плавать разным стилем. Как бы. Ну, так не особо. Я как больше так, любительский, просто для общего развития. И для меня было открытием, что можно выдыхать под водой. Потому что это дало мне затем уже длительные заплывы. А так я не успевал выдыхать и вдыхать, когда поднимаешь голову из воды. Вот тоже такая проблема. То есть, конечно, тренер должен был объяснить. Но я говорю, что была такая вот просто секция такая. Как бы, в целом, действительно, вот если ребенок действительно что-то открывает для себя и уже... Да, он прям такие аж глаза делает. Как? А я что раньше-то? А тебе сколько раз говорю-то? А я что-то не знаю, что так не делать-то. И даже вот, когда приходят взрослые детки, или даже взрослые уже люди, да, в возрасте, там, 30 лет уже молодые, допустим, девушки, да, мужчины, им показываешь, и они с первого занятия понимают вообще, о чем речь. Они такие, ничего себе. А я вот смотрю на массовом, там кто-то вот так вот делает. У нас рукотокеры в основном так гоняют, да, как перебежка у нас такой есть шаг. И как они так делают? Оказывается, это вон оно что. И все. И вот как только технику понимают, все сразу начинает получаться. Сразу. Ну, я думаю, что после этого звонков количество увеличится, желающих научиться кататься тоже. А есть какие-то определенные критерии отбора? Допустим, есть, может, не знаю... Ну, какие-то требования, допустим, к растяжке, не знаю... К равновесию. К равновесию, к весу, к росту, там, еще к чему-то. Ну, есть один критерий, очень важный, ну, это излишний вес. Конечно, если есть вес, то мы не можем взять такого ребенка, потому что это травмоопасно для него же. Он может упасть, так как они все приходят не умеючи кататься, он может упасть и травмироваться. То есть упасть на тот же, там, на пятку, да, допустим, попой, там, боком, как-то ногой и повредить себя очень сильно. Ну, этого бы, конечно, не хотелось. Мы максимально стараемся этого избежать, потому что зачем такой стресс для всех. Ну, в общем-то, кроме этого критерия, все. Да, можно приходить и заниматься. Да, всего можно достигнуть и натренировать. Спасибо большое. Давайте замотивируем наших телезрителей окончательно. Пару слов. Для чего нужно заниматься фигурным катанием? Для здоровья и для красоты. Фигурное катание – это смотрительный вид спорта, поэтому я всем желаю красоты души, танца на льду, чтобы вас завораживала музыка не только на танцполе, но и на льду. Спасибо, Наталья Маратовна. Мы желаем вам, вашим ребятишкам успехов. И дальнейших побед и достижений. Спасибо. Смело идти вперед. Спасибо. Мы будем стараться. Спасибо. Друзья, а мы заканчиваем наш эфир на традиционный пятничный эфир музыкальным клипом.